А еще в рамках сегодняшней сессии, первой после летних каникул, парламентарии Коми одобрили законопроект, внесенный главой республики о поддержке благотворительной деятельности в части добровольческой деятельности. По словам Сергея Гапликова, их приводит его пресс-служба, юноармейцы, представители Доброштаба, серебряные волонтеры помогают решать важные государственные задачи, в том числе поставленные президентом. Указ Владимира Путина о стратегических задачах развития страны до 2024 года мы обязаны выполнить, и помощь добровольцев будет ощутимой поддержкой. Конец цитаты. А вот закон о тишине, анонсированный накануне, полностью не прошел. Так что пользоваться шумными пылесосами и стиральными машинами в ночное время, которых накануне в общении с журналистами опасался вице-спикер Владимир Косов, еще можно. Вот этот момент. Когда над тобой тарахтит стиральная машина в 12 ночи, которую люди не удосужатся подложить под нее что-то мягкое, чтобы не было шума, или начинает там пылесос Керхер, который тоже в час ночи начинает пылесосить, или там петух кукарекает, такие тоже, кстати, есть, я был поражен, такие, уймите петуха, да, не говоря про собак. Собак, которые тявкают там целые дни или целые ночи, ну-то ладно, бог с ними, еще целые ночи напролет. Не говоря про ремонт и все остальное. Вы видите, сколько возможностей о том напакостить своим соседям. Этот интересный закон сегодня принят только в первом чтении. Депутаты отправили его на доработку. Об этом и других вопросах сессии Любовь Лапина расскажет подробнее. Первая сессия после каникул. Вопросов к осени накопилось немало. В повестке их 40. Такого народные избранники, по собственному признанию, и не припомнят. Причем много именно кадровых вопросов. По традиции в начале это утверждение мировых судей. Их в Коми становится на 8 больше. Но куда интереснее другие назначения. Сам состав парламента на этой сессии вливается сразу 5 новых депутатов. Это те, кого жители 5 одномандатных округов Коми избрали 9 сентября. И вот спустя неполные 2 недели они уже готовы нести службу перед народом. Сами выборы, как отмечает председатель Республиканской избирательной комиссии, хоть и прошли при низкой явке, но их результаты признаны действительными. На 5 депутатских мандатов претендовало 23 кандидата, выдвинутые избирательными объединениями. Средняя явка при проведении дополнительных выборов составила 13,2%. Впрочем, только на этом кадровые вопросы не заканчиваются. В повестке еще 2 о досрочном прекращении полномочий депутата и члена президиума Госсовета Михаила Брагина. Сам он на сессии не присутствует, заявление в аппарат поступило в августе. И теперь желание либерал-демократа удовлетворено. Как и другого народного избранника Александра Лейфрида из Усинска. Вице-президент Лукойла только сегодня сдал заявление о решении покинуть главный законодательный орган Коми по собственному желанию. Мы с вами вместе 3 года отработали. Хотелось бы сказать только теплые добрые слова. Действительно, очень было приятно с вами работать. Все мы разные с вами, как по политическим взглядам, как от деятельности хозяйственной, другой деятельности. Избиратели у нас разные, районы разные. Но тем не менее мы принимали законы, спорили, бывает даже эмоционально, но находили единственное верное решение. Не обходится без эмоционального спора и в этот раз. Так закон о тишине, который накануне депутаты уже обсудили на комитетах и, казалось бы, пришли к единому мнению, принимать нужно сразу в целом, тем не менее на самом заседании вызывает вопросы. Проходит лишь в первом чтении и отправляется на доработку в ответственный комитет. Я думаю, что надо этот закон еще раз посмотреть. Он в самом деле волнует наших граждан. Поэтому предлагаю в первом чтении его принять и отправить на доработку, учесть все там пожелания, замечания депутатов, соответственно, проработать в течение месяца его и потом принять. Вызывает дискуссии и вопрос о повышении с будущего года налоговой ставки до максимальных размеров на игорный бизнес. Никто из народных избранников не сомневается в необходимости принятия этого решения, ведь это не социально ориентированное направление, и к тому же даст республике дополнительно 1 100 000 рублей в год. Просто некоторые законодатели предлагают ввести налог уже в 2018 с 1 декабря. Но большинство все же решает не торопить события и оставить прежний расклад. Тем временем депутаты фракции «Единая Россия» вносят на заседание законопроект о предоставлении мер соцподдержки отдельным категориям граждан не в связи с назначением пенсии по старости, а при наступлении соответствующего возраста. Документ был разработан с учетом мнения президента России, который он озвучил в ходе своего обращения к жителям страны в конце августа. Так, с учетом изменений, региональными льготами смогут воспользоваться ветераны труда. Это женщины от 50 лет и мужчины старше 55. А еще ветераны военной службы и лица, получающие пенсии за выслугу лет. Мы понимаем, будет принят, еще раз повторяю, закон не принят, мы на данный момент закрепляем те льготы, которые есть.
Сейчас в Коми проживают более 57 тысяч ветеранов труда и военной службы. Меры соцподдержки для них включают республиканскую ежемесячную денежную выплату и компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, причем в том числе и членам их семей. Бюджету республики это обходится в 536 миллионов рублей. Законопроект касается также и живущих в Коми неработающих граждан, которые не меньше 15 лет проработали оленеводами. Сейчас они получают единовременную социальную выплату 5 тысяч рублей. Любовь Лапина, Павел Люнанмин, телеканал Юрган.